Друзья, всем привет! Вы смотрите Найзадай подкаст, как обычно, по понедельникам. У нас в студии сегодня не такой традиционный формат, но ничем не хуже традиционного. Наоборот, традиционный. Традиционный было бы тогда две девушки, два молодых человека. Полутрадиционный, да. Окей, Нурбек Карбалах, глава Лиги Найза. Сула, наш боец КЗ. Бонжорно. Виктория, 1 на 1 без перчаток. Привет. Меня зовут Михаил Краймер, вестник мой. Да, у нас огромное количество просто было событий на прошедшей неделе, прям огромное, очень много турниров, была премия Найза Эвардс, были интересные анонсы боев, и, в принципе, вообще есть что пообсуждать, победы, поражения, вот все это сегодня мы и обсудим. Обычно мы начинаем с UFC, можем сегодня начать с Найза Эвардс. И перед тем, как начать смотреть наш подкаст Найзадай, обязательно подпишитесь, напишите комментарий, плохой или хороший, также лайк и дизлайк. Мы ради вас стараемся и просим вас. Для нас это большая награда, для вас это вообще просто тупо нажать кнопку и все. Несложно. С Найза Эвардс начнем. Найза Эвардс можно начать. Не, ну, знаешь, да, это же событие раньше было, чем UFC, я так думаю, что справедливо будет. Ну, просто да, и, в принципе, оно связано с нашей лигой, и у нас здесь сидит один из победителей. О, да, чемпион мимо. Приосанился Сула сразу. А что ты не со статуэткой? У меня дома уже две их. Одну мог бы с собой носить всегда, показывать девушке. Не, вот так реально, как певцы же есть, 50 Cent, они такие большие троссы таскать, ты тоже машину Да, запи, что, прикольно, братан? Ну, чуть полегче сделайте тогда. Облегченную на версию. канате. Как раз ты в такой, как бы, красивую... Я как это не называется? тяжелая Худи. атлетика. В таком красивом худи, прям рэперский. Худи. Цепочку повесишь, награда впереди. Все, вы главное в следующий раз делайте полегче. Потому что я говорю, я же по легкой атлетике больше. Убежать, там, спрятаться. Как вы церемонию оцениваете из 10 на сколько? Я ее оцениваю на 12, вот так вам скажу. Потому что я был в шоке. Харбала, ты вообще красавчик на реке. Не я, это команда. Вообще, но я имею в виду, я то, что для себя отметил, не было букмекеров. Вообще супер. Вообще супер. Я потом еще общался с людьми, говорю, знаете, там не было букмекеров, все в шоке. Все в шоке. Говорят, ну, наверное, не захотели. Кого не захотели, там они с удовольствием залетели бы, и там оплатили бы, еще и доплатили бы там со своего кармана. Говорят, то, что не было букмекеров, это было шикарно. Супер. Мне очень понравился и этот театр Алматы новый. Да, и сколько ему, пару лет. Шикарное здание. Это все благодаря нашему, как говорится, руководителю, моему партнеру Алидару Булатовичу. И Богу. Давайте Богу. Это, конечно, Бог, это, конечно, Бог. Превыше. Да. Вы со всеми победителями в номинациях согласны? Абсолютно со всеми. Как приятно слышать, да, Нурбек? Да. Особенно, мне очень особенно лучшее, кто лучшее согласен, медиа. кто не согласен. Вообще, лучшее медиа, бесспорно. Да, вообще просто. У вас утонченный, шикарный вкус. И Турлай наградила же, да? Да? Таня Турлай, тебе повезло, да? Девушка, которая стала популярной, ну и до этого очень сильно популярной. Короче, тебе есть чему поучиться у нее. И она, я думаю, вам надо встретиться, вообще пообщаться. Она блогер, да? Да. Она КВНщица, блогер. Помнишь, она один раз у нас на турнире с Хамажай станцевала? И весь Казахстан через тенгри там реагировали на это. Она прям круто. Это вот она? Она с... Большой. А кто-то большой. Да. Это она есть. Все классно, супер. Это казашка? Русская, которая говорит на казахском. Шикарно. Вообще, вот эту тему замутили, то, что вот 3 русские девочки стояли, казахша. Вот, Хурметті ағайындар, да, вот вы часто пишут у нас здесь, да, в комментариях. Үш қазақ отыр, короче, қазақша сөйлемей, орысша сөйлеп жатыр. Я надеюсь, там вы напишите үш орыс қыз тұр, короче, неге орысша сөйлемейді. Неге олар орысша сөйлемейді. Да, это была тема. Почему они говорят на русском? Супер. Не, молодцы вообще. Алена, Ольга и Таня, да? Ольга, Таня, да. Ольга вообще была Аленушка и Таня. Не, прям крутые. Ольга, прям, у нее там казахский очень супер. И у нее вообще именно... А как наша Алена вышла, видели, да? Вышла, забыла текст, говорит... Ну, выкрутилась. Мен, говорит, ұмытып қалдым. Заново начал, говорит, мен екінші рет ұмытып қалдым. И все думали, что это типа по сценарию, так, прикинь. А так прикольно получилось. Не, конечно, знаешь, не то чтобы надо забывать свой язык или там обязательно учить новый, но при этом, при всем, приятно осознавать, что люди, которые проживают здесь, они учат этот язык и, знаешь, не забывают свой язык. Ну, лучше, чем я знаю. Давай вот так вот, брат. Они лучше вот... Казахстан вообще чем силен, гораздо знаешь, красивее, Миша? чем мой. Силен тем, что у нас реально много культур и много языков. Он тем и силен. Но
когда люди, я считаю, что когда люди там знают государственный язык местный, это как-то дань уважения стране, там, народу и легкий вход вообще в целом в аудиторию. Вообще простой. Почему? Потому что я смотрю, вот у Это нас, обязанность каждого вот, гражданина. допустим, у нас будет сидеть, да, там 10 казахов, и придет русский, который, или там француз, или американец, или там еще кто-то, который говорит на казахском, он будет сидеть Сразу же. во На главе самом стола. лучшем Во месте. главе стола будет По сидеть. любасику. С Ну, ним как бы будут вот так сидеть. всегда. Я говорю, я многим говорю, там, ребятам, я говорю, вы учите язык. Это не то, чтобы там тебя продавать, там еще, ну, к тебе сразу проникается уважение. У нас в Кульцерах был парень такой, Костя. Блин, он чисто, он даже на русском так с акцентом говорил, а на казахском этот. Во всех тусовках он всегда, видишь, как, да, бизнес орс плавал, там, ему там ру придумывают сразу, короче. Ну, прикольно. Каждый гражданин Казахстана обязан знать государственный язык. Виктория. Я в процессе. Вот. Түсінбедім, не дейсіз? На тебе не... Ты уже, короче, специально на Викторию перекинул, да? Что? Хейт, который на тебя приходит, да? Да я нормально, как я без хейта, Сула без хейта. Камон, ребята, не забывайте меня материть в комментариях. Обязательно, да? Ладно, давайте про бойца года все-таки поговорим. Да. Надо обсудить тему. Мне много человек написало, что было на сайте голосование, и там победил Фаниль. Почему Фаниля не выбрали? Не, ну, Сула, а что ты смотришь рилсы? если по такой логике смотреть, тогда тренером года должен был Аян стать, а не Айбек Шопутов, да? Мы же понимаем, что это голосование было выпущено для вообще понять, насколько реагирует на тех или иных ребят аудитория, на какая у них фан-база, и это голосование, мы изначально сказали, что оно просто чисто как для фанатов, так же как для посмотреть, насколько вовлечена аудитория. Мы увидели, да, Аян очень хороший парень, много из них там достойнейший, но никто же, наверное, не будет против того, что Айбек Агай это крутейший тренер на сегодняшний день. Там, Тем более он приехал. Да, суть не в этом, что он приехал, не приехал, суть в результатах. Суть в результатах. И исходя из того, что там у Айбека Шовкутова там много ребят, как были такие, ну, Гойти Дазаев, Даурен Ермеков, Багдад Джубаныш, многие из них дерутся во всех лигах. Я считаю, что как бы в плане, если сейчас уходить в плане конкретно тренерской деятельности, на сегодняшний день ни один тренер в Казахстане, наверное, методику подготовки как любителей, так и профессионалов, также и переход бойцов, как сказать, играющих бойцов, любителей, я знаю таких, которые дерутся и в любителях, там, да, допустим, там, в ММА, Пагаме, Панкратионе, возможно, там профессиональными еще греплерами считаются, но при этом при всем дерутся еще профессионально, на профессиональном уровне, да, там. Вот этот переход, считай, 3 уровня бойцов Айбек Агай поставил на поток. То есть, если сейчас заходить к нему и понять там методику, у него есть и систематизация, и методическая подготовка, и там он изучает как анатомию, там, биомеханику, как влияние там, тех или иных препаратов. Ну, все. И мне что интересно, как с ним там не будешь общаться, когда звонишь, он всегда как бы говорит одну вещь, ну, я не знаю, говорит, надо посмотреть, я не считаю, что я там самый супер тренер, но при этом, при всем, мое видение, оно такое, если там стратегически смотреть, они в свое время, даже когда этого Жако Мороза отправляли в Америку, они специально это и делали, чтобы перенять какую-то методику подготовки, посмотреть, как тренируются. Знаешь, я был тренером. Я был и спортсменом, и тренером. Я в одно время, когда вот, помнишь, в октябре месяце я должен был выступить на чемпионате мира. Я Айбек Агай отправил голосовое, потом мы с ним созвонились, и я просто расписал свой тренировочный процесс, который на своих ощущениях создал. Создал и отправил. Когда он мне ответил, я ему говорю, Агай, просто отправляйте мне голосовые, как мне быть. И он мне отправлял голосовые где-то штук, наверное, 10. Я когда послушал, я тогда понял, насколько тренировочный процесс изменился за это время, пока я еще тренировался, и насколько многие тренера далеки от того, что делает Айбек Агай. Настолько, вот, нереально далеки. Прям я тогда понял, елки-палки, у него все по-другому. 24-й год, брат, смотри. Айбек Агай, во-первых, да, Дастан Амангельда защитил пояс. Сула, я тебе одну вещь хочу сказать. Для меня не это ценно. Вот, допустим, если мы сейчас команду... Брат, мы за 24-й год берем же. Нет, я же тебе говорю, я оцениваю не это, не результаты. Если мы сейчас результаты там будем тогда у Дартима
один за титульник собирается драться UFC, второй там на 7-м месте, и больше нету никого, да, там, кто бы приблизился к званию лучшего. Мы же говорим, когда говорим тренер, да, там лучший тренер или там еще что-то, мы же подходим так, что типа у него есть методика подготовки, у него есть какая-то систематизация и так далее, и так далее. Мы к этому подходим. И Айбек Гагай, как-никак, он яркий, наверное, пример, который можно ставить там прям и публично, и так там перед Ну, тренером. это же и есть вот, допустим, методика, вот это все. Ты просто пойми, что мы... Оно стало результатом. Не. Жубанаш защитился. Это в рамках лиги. Дастан В рамках защитился. лиги. Хорошо. Жалгав Жумагулов. Претендент? Ну, как бы так крутая тема. Сула, да, я согласен, Но но... он по-любому лучший в 2024 году. Сула, смотри, Хоть если, как. если по миру там результативно смотреть сейчас, да, по миру результативно смотреть, то есть, допустим, там 2 бойца в рейтинге UFC топ... Алаш Прайд, пожалуйста, вот эта парнишка. Ту же двойную чё? Поехал уже в Для Китай. меня не это ценно. Для меня ценно все-таки ну- методика. Вот даже, допустим, помните, команда Сахпротим чемпионом стала? И там кто-то говорил, да, почему там не Тубет, почему там не Дартим, почему там, кого еще говорили, Ирк Николаевич тот же. Сахпротим собрал 900 ребят под своим началом. Из них 500 или 600 это любители разных видов единоборств. Они за как прошлый год, они провели нереальная куча соревнований именно лиг. По борьбе, по дзюдо там, По и так далее, и так кулачке. далее. Не, кулачку не проводили. Почему? Сахпротим. На мат. А? На мат. Я же сейчас про команду Сахпротим, которая чемпионом стала. Ну, они на Ну, мате они участвуют. участвуют тоже, Нет, брат. брат, участвовать это одно, они сами проводили еще соревнования, чтобы ты понимал. проводили, ты говоришь? Ты знаешь, вот шах, вот эти все истории, они оттуда же появились. У них была лига Панкратиона, любительская лига, где они 32 человека собирают и на протяжении полугода или квартала проводят соревнования. И все эти ребята оттуда вышли. Я просто к чему говорю, я знаю, что такое проводить любительские соревнования, я знаю, что такое проводить просто соревнования. Это очень затратно, очень сложно, и, знаешь, у него акцент шел на то, чтобы делать селекцию. Из своих ребят он делает селекцию в команде. Это раз. Во-вторых, они поставили там открытый, как бы, типа, вот, знаешь, в Сахпротин сегодня все китайские бойцы есть, которые казахи в Китае, которые GCK выигрывают, там, сколько там миллионов юаней, их не гонорар составляет. Это, ну, нереально. То ли 30, то ли 70 миллионов тенге, насколько я помню. Они, многие у них приходили, лагерь проходили. Там методика, там... Дидар, видишь, он все-таки, как бы, помимо того, что он там, ну, он не тренер однозначно, но менеджмент, помимо того, что у него есть мышление функционера спортивного, у него есть мышление менеджерское именно спортивного. Он поставил поток, он знает, что такое резерв, он знает, что такое профессиональный спорт. И вот эту тему он старается применять. И в этом году, когда я посмотрел на них, мне показалось это достаточно профессионально. И я думаю, ну и вся комиссия оценила это, увидела. В принципе, держать такую кучу людей, проводить турниры, делать акцент на тех ребят, которые приходят, и тренировать их за какую-то определенную деньги и ставить пиар, там, ставить маркетинг, развивать свой мерч. Это крутая командная работа, я считаю. Нурбек, я бы вот хотела сейчас к нашим зрителям обратиться. Во-первых, поблагодарить всех за то, что голосовали. На самом деле мы ценим каждый голос, и, возможно, может показаться, что результаты зрительского голосования, да, не совпадают с итогами в некоторых номинациях. Но здесь, наверное, есть какая-то ошибка. Что происходит? Фаниль звонил. Да, вот, кстати, по поводу... У тебя был вопрос по поводу боец года. Да, вообще. Результаты не совпали со зрительскими, но мы говорили о том, что финальное решение принимает экспертная комиссия. Но, безусловно, мы благодарны всем, кто голосовал, мы это видим, это видят наши зрители, это видят все. Но экспертная комиссия решила, что бойцом года является Багдад Жубаныш, и когда вручали ему премию, Эльдар Булатович напомнил, да, что он является сейчас номер 2 в мировом рейтинге. И да, я думаю... но если уходить в статистику, он, как бы, если Шавхат там 3-й в мире, он 2-й. Тут суть не в том, что там кто кого круче. Мы говорим за базу Fight Matrix. Ну, понятно, Шавхат это там UFC, предтитульник. Ну, что этот результат затмить сегодня, наверное, даже с точки зрения олимпийского вида спорта будет сложновато. Потому что медийка UFC, дай бог, да, крутая. И она говорит, ну, если за этого говорить Багдата, она за себя говорит, то есть последние дни там все СМИ только об этом и говорили, да?
Окей. Давайте перейдем к UFC. А все же про Noise Awards не будем больше А что говорить? еще? Не, ну много чего проговорили, я думаю, считаю нормально, да. Все, я UFC не смотрела. Я хотела обратиться, правда, к нашим зрителям, потому что мы видим, мы читаем все комментарии, и мы действительно уважаем всех наших и каждый голос, который, тем более, голосовать могли только подписчики нашего сайта, Ну, которые да. покупают подписку. Это очень важно, круто. Спасибо вам Покупаете большое или всем, просто? кто нас читает и смотрит. Не, наши фанаты, вы самые крутые. Вчера Альдар Булатович как бы сказал же, что сегодня в фанатском движении именно ММА Казахстан это, ну, может быть, даже и как бы не покупательно способный, там, не платежеспособный, допустим, да, на сегодняшний день, там, для UFC имеется в виду, подписку покупать туда-сюда, но при этом всем топить и данного это шокируется, там, кучей флагов, кучей комментариев, это Казахстан рулит. Не зря Камиль Гаджиев все время на это акцентировал, реально, да? Надо, кстати, не переставать активничать, потому что сейчас таджикские фанаты тоже очень Перебивают, ярко, да? Перебивать, да, таджики и Они узбеки на начинают футбольных, перебивать. они на футбольных прям стадионах, короче, в микрофон кричат, там целые трибуны поддерживают. И вот чего-то такого масштабного тоже, мне кажется, не хватает сейчас. Да, в Казахстане. надо В соцсетях делать. все нормально, наверное, но Надо делать. Потеплеет, выйдем на стадионы. Смотреть бои ну, Шафхата. как раз. И АСУ тоже скоро подерется. Да. Можем тогда быстро про АСУ тоже поговорить. Мы, Да. Я не знаю, вы, наверное, не говорили, да, на прошлом подкасте про Нет, анонс? я не был же. Соперник ты сменился, мы тоже не был? говорили. Я был на прошлом подкасте? Я был? не был, я же был на UFC. Я тоже не был. Были. Я был? Были, да. Мы втроем же сидели. С Дидаром проводили. Это прошлый Да, подкаст да, был? да, Всё, да. Неделю назад. Вы не говорили, правильно, про КП? Просто и- говорили, Так что был про- Эрцик, потом Эрцик Про снялся. КП же только-только вышла же инфа. Да. всё. Давай ты разъясни эту ситуацию, как аналитик. Ну, Ты в больше следишь, результате кажется. большого количества слетов боев у Асуал Мабаева слетел соперник, изначально должен был со Стивом Эрцигом драться. Потом слетел соперник у Манели КП, это Ройвал. Ройвал. И в итоге две пары, короче, совместили в одну. И теперь КП будет драться с Асуал Мабаевым. Ну, давай тогда так. Ну, там еще до этого же этот же был. Как же его, блядь, этот... Не матерись, Бразил. пожалуйста. Бразил. Я сказал, У блин. нас пипелька сломалась уже. Пипель за пипелькой. Бразил этот. Слушай, что с Да-да. тобой сегодня? Ладно, Миша, Ты не слышал, как я матерюсь, типа, да, никогда? Не в жизни? маты, телефоны еще. Миша, расскажи, пожалуйста, вот почему фанатов должно это триггерить, почему Триггерить не должно. это, Нет, в почему целом. это круто считается? Ну, Манель КП стоит выше, во-первых, Асуал Мабаева. И, в Шестой принципе, рейтинг. На две ступеньки выше. Мгм. И, в принципе, КП – это боец, которого UFC ведут, его любят, он в свое время был очень на хороших счетах в Мака Райсине. его проигрывал. Проиграл в крайнем бою в таком, тяжелом. Спан тоже дрался за титул. Да, Нокаутировал в принципе, у него- Жако, ребята, вот это самое главное для нас. Он Жако выиграл. ТКО он Да, отправил Не, Жако, я выиграл, братан. я знаю. А нокаутом разве? Конечно, братан, в первом раунде. Короче, хороший Этого ударник. чувачка надо вообще ломать. Более-менее он еще понимает, очень как... агрессивный. Ну, вот ломать Очень. его сложно, то есть он понимает, как работать, в принципе, и с ударниками, но Макаев к нему ключ подобрал, и именно такой изнуряющей борьбой, постоянными проходами его можно, то есть, проходить. Вот, а Асуал Мабаев как раз тот человек, который так умеет делать. Проходить он умеет, А Архамдулилlah. если Асу выигрывает, он выходит на чемпионский бой, Нет, правильно? не Не выходит на Ну, чемпионский бой. по крайней мере, на две ступеньки точно поднимется Да, вверх. это лучший для Шестый. него, лучший вариант, который... Да, был да, у него возможен. 10-й рейтинг стоял же, внизу же стоял, замена пришла. Теперь ему поставили выше, это я считаю круто. Ну и плюс, типа, с На именем. Сементу. Все, вспомнил. Был на Сементу еще. На Семента был Да. после Эрцига уже, он замену Да, да, дали. после он выходил на Сементу, а потом вот поставили этого Ну вот чувака. Как ты думаешь, какая вот ситуация на сегодняшний день в этом весе? Ну, Если плохая. смотреть на лица, да, и... Ситуация плохая, 57 никто не любит. Вот я и про это и говорю. Вот почему бы в подтверждение слов Вики, допустим, она просто как бы рассказала о своем желании, но чисто гипотетически, и если смотреть, как ты сами говоришь, ситуация плохая, есть Пантожа, есть вот этот КП, который поставили с АСУ. И если АСУ сейчас выигрывает, их как раз-таки ставят в главный, чуть ли не претендентский у них бой. Если сейчас АСУ выигрывает, если получится, конечно, досрочно, если не получится хотя бы ярко, ну не хотя бы, ярко выиграть, я думаю, это заявка такая крутая. Ну, будем честными, то есть досрочно АСУ не часто выигрывает. Нет, я говорю, Плюс если. и по поводу яркости тоже он борцуха. В любом случае, победа над КП его очень хорошо продвинет, это лучший вариант для него вообще. То есть, в принципе, он и так... А могут ли его рассмотреть,
допустим, в случае победы АСУ, могут ли его рассмотреть, вот все, вот этот следующий кандидат? Могут. Ну, это 57 килограммов, там вообще все, что Главное, угодно чтобы он может начал быть. говорить, разговаривать, чтобы... Да начал. не, вот даже в 57 у них Пантож-то не говорит. То есть, я Да, говорю, он это такой нормально вес. говорит. Он тоже нормально говорит на бразильском, Я на не сказал бы. португальском. Он разговаривает, вообще не вопрос. Я бы не сказал, что Ну, какие-то большие заявления. относительно АСУ он разговаривает. А что, АСУ тоже разговаривает? Нифига не Нет, разговаривает. не, Как не разговаривает? я Вообще согласен, не что разговаривает, брат. На Как? казахском? Ну, тот на бразильском, это В на плане казахском. разговоров они, да, примерно одинаковые. Я просто к тому, что 57 в любом случае это не тот вес, к которому приковано там какое-то мировое сообщество. И поэтому АСУ намного проще сейчас после победы КП получить титул. В принципе, могут рассматривать, наверное, его как какой-то предтитульный. Но, с другой стороны, опять же, говорю, в 57 могут просто взять какого-то парня не с лиги и поставить его за чемпионский пояс, просто потому что у него там много подписчиков в Ютубе. Давай вот так. Брэндон Райвел. Ройвел, да. Вот Да, он должен Ройвел. был подраться с КП как раз, сейчас Да, слетел. Он из-за снялся, травм. все. Есть Брэндон Морено. Морено есть, да, еще. Мексиканец, да, он? Да, но они уже просто дрались тоже сколько там, несколько раз. Да. Ну, Есть Амир Аль-Бази. Кстати, Амир Аль-Бази вот в 2012 году, когда мы на чемпионате мира мы были по грэпплингу, панкратионный игрок, он боролся с ахтауским парнем Фердауси. Тогда стал чемпионом мира по грэпплингу. Кай Кара Фрэнс. да, тоже хороший австралиец. Вот на какой-то карте в Тацуро Австралии, может, Тайра. кстати, тоже такой есть. И Но потом Манел Тацуро Тайра, он на поражении, Альбази тоже на поражении. То есть, в принципе, вот у Асу что классно, у него серия из побед. И Манель Кайпе. Короче, шансы все Алекс есть, да, Перес. походу? Нет, точно. Главное ломать КП. точные шансы. Главное да. ломать КП. Вот крайняя схватка. Асу с кем же дрался, господи? Там серьезный парнишка был. Там тоже бразилец был, Матеуш Матеуш. Николау. Николау, Вово. Я вообще был в восторге от этого поединка Асу. Прям Асу показал какой по счету уровень был? UFC. Он прям UFC показал третий, настоящий уровень. То, что И он четвертый, да? Или четвертый. темп такой был хороший. Но он попал в удушку опасно очень. То есть, тоже Кто, такой Асу? Вышел, момент, да, помнишь, он во втором раунде Да, или в прям первом? жестко. в удушку Он залез. вышел, но он прям показал. Мне очень понравилось у Асу то, что он прям темп у него был совсем другой. И вообще манера UFC-шная была, чисто такого. Суперский бой показал. И я думаю, то, что у Асу Жако не показывал такой темп. Вот я так скажу. Жако не показывал, к сожалению. Жако такой темп не показывал. И я думаю, то, что у Асу есть все шансы, чтобы КП, короче, прям наказать. Вот я по-другому слова не могу сказать, потому что он очень много говорил херни всякой про Жако. Да. Это прям человек, которого нужно прям это, я думаю. Ну, тем и интереснее, наверное, это Ещё поединок. тоже- будет. Он все хорошо сейчас, извини, пожалуйста, он сейчас прошел хорошие сборы. Кто? Да. Асу. Да, в Таиланде. В Таиланде прошел сборы. Здесь он там готовился, они там где-то там. Сейчас вот он улетел, да, по-моему, уже? Да. Уже улетел. То есть все Ермахан с предпосылки ним. для хорошего этого поединка у Асу есть. Главное идти по тому же сценарию, который у него был вот с Николау. Вот как он готовился, вот именно так. Потому что эта тема работает. Он прям показал суперский бой. Я был в полном восторге, честно сказать. Так Да, что мы будем болеть за СУ, наверное, устроим прямую трансляцию, как обычно, соберем Обязательно, фанатов. они будут смотреть, как мы Чё-то я смотрим. здесь. Да. Для этого есть плохое Да, слово, но не будем. еще что важно. Мы никогда его не говорили, Виктория. И не будем. Для казахстанского ММА историческое событие, потому что это будет первый боец, который в главном бою вечера будет драться. Круто. Иә, достар, міндетті түрде Асуды қолдап, астына комментарий Екінші, жазып, наурыз Дана күні. Уайттың несіне кіріп, кәдімгідей, Дана Уайт бар ғой, Чорт деп жазыңдар. Дана Уайт құдай қаласа Асу жеңеді ғой, сол кезде түсіну керек қой, мына жауынгерді қойсақ, ойбой, Қоймасаң чорт боласың деп. короче. мынау деген бүткіл фанаттардың бәрін алып келеді екен ғой стадионға деп. И представь, если его бой поставить на ну, как титульный, да, там, Шафхат, прикинь, да, там, и Асу в одном карде 2 титула, и в Абу-Даби. будет. В Абу-Даби. Будет. Представь, это вот Казахстан весь, Пол Казахстана Центральная туда приедет. Азия, весь Казахстан, Да. там короче, стартанет, короче, есть. шейх в шоке будет. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Bust it open, let me see you drop. I fucked up your vessel, baby.
Но теперь о самом грустном событии этих выходных. Да, А что случилось? Артем проиграл. Резников Артем. Да, Проиграл. видел я этот бой. Это единственный бой, который я UFC не смотрела, но я посмотрела бой Артема, и было грустно. ну я бы, Какая кстати, минута была? Третья, наверное. Я бы, или вторая, я бы не призывал бы людей грустить. В принципе, надо помнить, что это ММА. Вот, Да, Миша всегда так говорит. У Артема Тёма были вставал и большие победы. да. поражения были, Тёма вставал. Вот ты не думаешь, Большие что поражения. Артем на закате уже? Нет, вот знаешь, почему-то все просто вот в этом парадигме рассматривают только Артема. Но это, мне кажется, вообще в ММА неправильно. В ММА два человека дерутся, и все почему-то, ну, как бы списывают, типа, Юсуф Раис вообще из уравнения убирают. Нет, тут суть не в этом. Последнее же все, что происходит с Артемом, это проигрыши. Нет. Я про это и говорю. Нет. Предпоследний бой до Юсуфа он выиграл Мухаммада Кокова. Это Ну, экс-чемпион Лиги ACA не, и я с этим- номер 2 в рейтинге был. Я с этим согласен. Коков тоже же он, блин, сколько ему лет? 33, по-моему, года, или Господи, 32. Коков тоже он с царя Гороха. Не, с Коца, я говорю, 32 Не-не, года. то есть ему. твое мнение, что еще как бы есть запал, да, пороховниц? Ну, однозначно. я не вижу как бы больших проблем проиграть топу и экс-чемпиону. Ну, типа, Юсуф Раисов — это сильный боец, Артем Резников — это сильный боец, Они он в это 7-7 доказывал. дрались. Да, ну ладно, какая разница. А оба-то из легкого веса. Вот, это два Но сильных бойца. Раисов офигенно Коков выглядит. тоже сильный боец. Ну, я Суперски. про это говорю. Коков — это экс-чемпион. А Багов тоже сильный боец. Тоже экс-чемпион. И Эдуард Вартанян чемпион Гран-при. То есть, ну, да, он проиграл там первым 3 номерам. Окей, это бывает такое. Это, ну, может быть, говорит о каком-то потолке Артема, к сожалению, да. Но, опять же, Артем, будем честными, он тренировался в Казахстане, весь этот лагерь провел. Может быть, стоило поехать куда-то. То есть, Юсуф — это серьезный, да, соперник, и, может быть, нужно было каких-то выбирать там спарринг-партнеров под Юсуфа. Сколько месяцев прошло после того, как он заболел и вышел? Месяц, да? Месяц? Блин, мне кажется, это слишком рано было. Не восстановился. Ну, вот у тебя болезнь месяц тому назад была. Даже, вот я считаю, да, что если ты болеешь, потом начинаешь тренироваться, все, что у тебя было до этого, все смыто антибиотиками и вот этой жаром. да. Ну, Рики, он же хорошо, вот по большому счету, вот до этого момента, да, справа, да, он и попал. Ну, нельзя сказать, что хорошо. То есть, Он же хорошо, вот прям грамотно двигался и сам попадал. Просто Юсуф попал по нему. Хорошо Да, попал. попал. А так-то он хорошо двигался. Я смотрел, был в шоке, он нифига себе. И Тёма, он в скорости прибавил, и он не отставал. Мне кажется, может быть, просто немножко... Ну, это бой ММА. Это был бой. Вот так вот получилось. Но я скажу, что Тёма вообще классно выглядел. А вообще, как ты думаешь, третий бой возможен? Нужен? Он прям напрашивается. Не, он точно не напрашивается сейчас. Почему? Ну, потому что... Майкл, бля, я так скучал по тебе. Не, ну, Мне когда Дидар было, несколько было поругаться, поспорить. Не, я вот говорю, я самый там большой выгодополучатель от темных побед и от темных боев, будем честными, но надо его все-таки менеджер? какую-то... 50% он у тебя в рабстве, да, да, походу? да. Без сахара, оказывается, есть, да? Ну, 0%. Ёлки-палки, я не знал, что есть без сахара. Мне очень понравилось, как они раскрутили этот бой. Было интересно Да, и вот. было шумно. То есть сам факт, что Тёма, ну, не дерясь в титульном бою, его бой является главным и самым ожидаемым на всем турнире, они еще Да. специально вводят туда титул, еще делают 5 раундов специально, только чисто ради того, чтобы Артем подрал с Юсуфом. И вот это уже как бы говорит о том, что ну, Артему не пора заканчивать. Не затерялся этот бой? И это так же, Да как не, и то, он что не нужен то, что не третий затерял. бой. Он был лучшим Пока нет. в этом карде. Этот Да, поединок. конечно. То есть, знаешь, там типа был нерв, и этот нерв, вот посмотреть там бой Альберта Туменова и Вагаева, или посмотреть бой Магомед Расула Гасанова и Абдулаева, блин, там просто, ну, я вот все-таки там хардкорный фанат ММА, но это скучно даже мне было. Много борьбы позиционной, там борются. Зрители получили. Артем что пришел, хотели. короче, поставил все деньги типа на кон, все, зарубился, хотя Тёма никогда не рубился. Ну, То есть, кто вместо- побеждает, тот забирает все весь Нет, гонорар, да? нет, Типа. он ва-банк пошел. Да, ва-банк. пошел. В бою ва-банк пошел. То есть- Просто он говорит, что все бабки... Ну, на все бабки, типа, да. Окей, пошел ва-банк. Русский язык же твой родной язык, я тебя учить теперь буду, да, вот. А ты разговаривал, Миш, с Артемом? Какие у него планы или еще не успели поговорить? Пока не успели поговорить, но зная Артема, я точно уверен, что он о каком-то завершении карьеры не будет думать. Просто нужно, может быть, чуть-чуть отдохнуть и, может быть, ну, просто немножко снизить, может быть, оппозицию. То есть Артем реально, вот у него последние 5 боев, все типа там с экс-чемпионами, с топами. Может быть, стоит реально какого-то там ноунейм Бразила побить. Ну, ему полегче будет. Там. Ну, наверное, точно нет.
Почему нет? Ну, не знаю, то есть, Я зачем абсолютно драться? не согласен. А я нет. считаю, что... Ему, Кажется, ему Артём сам не сейчас согласится нужен на такое. третий бой Нет, с нет, ему Юсуфом точно не нужен Раисовым, третий бой с и Юсуфом тогда Раисовым. уже можно будет думать. Думаю, Потому что, я говорю, вот до того момента, пока он попал, да, Тёма офигенно Су, выглядел, да и он не сам было там- попадал. Нет, Знаешь, Су, знаешь, давай- что вот не отнять у Тёмы? Он правильно говорит. Он вернется, скорее всего. И я вот смотрю, за какой-то короткий период мы видели Тёма. Последний, перед Вартаняном с кем был бой? Перед Это, да, Вартаняном? как это? С Кошкиным? Кошкин, раз. Это все в какой-то небольшой период, на самом деле. Все топы в небольшой период. Кошкин. Ну, да, Кошкин, Дэви Рамос тоже был еще. Нет, Рамос, Рамос, ладно, да, это да, в рамках да. Гран-при же. Тоже он... Да, это, же, да, это же Рамос был после этого, после Юсуфа, так же? Или до Юсуфа? Нет, это было в рамках тоже Гран-при. Рамос был в рамках первого я Гран-при. понял, вот я за последний период говорю, это же было 3-4 года, уже 6 лет прошло. Рамос. Нет, Рамос не давно 6, же было. Ну, не 6 лет. Ну, это прошло посмотрите, 3 сколько. года. Ну, 3 года. Я говорю, за последние, если 3 полтора года. года говорить, сколько боев совершил Тёма? Не, за полтора-то он немного совершил. За полтора, наверное, у него один бой был с Мухаммадом Коковым. Сложно, да, с Майклом вообще спорить? Нет, зайдите, есть. Артем Резников, Шердок, сколько, в 24-м бою сколько, в 24-м году сколько боев было? С кем? Отмена. А в 23-м? 23 жылы екеуі болған Али Баковтан и Бартаняннан жеңілген. Это время, значит, так быстро летит. Но при этом, при всем, если смотреть на других бойцов, тот же Юсуф Раисов, сколько боев дал после поражения от... Да много тоже дал. Не, он... Там просто, я же говорю, тут вопрос в оппозиции. То есть, если у Юсуфа был, например, там... Последний бой он провел до Тёмы с Матмуратом, который вообще из 66 поднялся в 70, и он ударник. То есть, а Тёма дрался реально с самыми жесткими типами, типа в своем Да, я дивизионе. про Мне это кажется, говорю. что... За вот этот период у Тёмы были одни топы. Да, я... Рамос, Юсуф, Кошкин, Коков, Вартанян. Вартанян, Багов. Коков, после этого Багов. Да, Вот да, 6 вот. бойцов, которые... Ну, Поэтому- И опять Юсуф, да? 7 бойцов, которые в топе 3 стоят. В принципе, есть всякие там интересные варианты для Тёмы, мне кажется, и в лиге ACA, там у него есть там всякие, например, противостояния было со школой Александра Павловича Шлеменко, и у него ученик дерется в ACA, Шуркевич. И, например, там посмотреть Шуркевич против Резникова мне было бы интересно с точки зрения медийки, и с точки зрения оппозиции это чуть попроще, чем опять эта история Шуркевич тоже хороший боец, но тут есть, вот говорю, какие-то монстры, типа там Вартаняна, Багова, там, не знаю, Раиса. Вот надо чуть-чуть, мне кажется, сейчас снизить оппозицию, в этом нет ничего плохого, и просто как раз сделать 2 победы, и потом опять драться с этими пацанами. Но третий бой сейчас с Юсуфом я не вижу смысла, потому Нет, да? что... Не актуально. Ну, А я вижу, очень даже. И он Да, этот друзья, бой давайте интересен вы скажите, всем. вам интересен реванш? Конечно, мы Однозначно. не Лига ИСЕЙ, которая будет это решать. Там есть Асланбек Бадаев и многие другие. Кстати, президента как зовут? Лиги? сейчас Бибулатов Магомед. Бибулат боец же, да, который? Да, Магомед Бибулатов. боец есть. Они решат, но при этом, я хочу мнение ваше фанатское узнать. Хотите ли вы реванш или хотите, чтобы Тёма дальше шел? Возможно, ушел в другую лигу, возможно, остался там и продолжал свой путь. Пишите обязательно в комментариях, мы это почитаем. И что я хочу еще сказать. Ну, круто поговорили про Тему, давай переходить, потому что, я Теме хочу пожелать. Тема, знаешь, вот чем мне нравится, Тема, он всегда он всегда одинаковый. При проигрыше, при победах он всегда одинаковый, дай ему Бог здоровья, мы со своей стороны его в любом случае за него болеем, поддерживаем. Я думаю, что еще какие-то определенные победы впереди. Он с духом такой, он ридерский парень. Это, такой город, где закалялась сталь, грубо говоря, да. Такой, нравится он мне. Я думаю, что у него все получится. Тёма, так что я знаю, что ты не опускаешь руки, не опускаешь нос, но мы тебе желаем, чтобы ты вернулся сильнее и порадовал нас своими победами. Вот я тоже чуть просто разовью мысль. У Тёмы менталка вообще на самом деле бешеная. Он, в принципе, всегда замотивирован, никогда действительно там не разочаровывается, просто понимает, что это типа был какой-то урок. Заработал меньше. Да, он заработал меньше денег, но он сделает выводы какие-то и точно, как минимум, еще тоже важно проговорить, не как минимум, просто важно проговорить, что Тёма правила игры понимает. И да, действительно, там на него сваливается много хейта, но так всегда работает, если типа у тебя там большие громкие бои, тебя будут хейтить, если ты проигрываешь. А кто хейтит? Я не знаю, Да казахи не, его поддерживают.
по-разному очень. Но, короче, тебя будет кто-то хейтить, кто-то будет тебя любить. Но это самое важное, мне кажется, для бойца, что к нему приковано внимание. Обращать внимание просто на вот единичные, что там кто-то, там, не знаю, написал про тебя плохой комментарий в интернете, Тёма на такое внимание обращает. И Да не. Он очень определенно- достойно себя вел. Вот в последних коммуникациях мне прям респект. Не, красава. Вот. Ну, Как, да, человечище. Так что я думаю, что все будет хорошо. Самое Не радостное его, событие. не его день. Жуман Что? Жумабеков выиграл. да, я присутствовал, кстати. Я увидел этот поединок. Блин, попало Жуману или не попало? Он сказал, что Попало, нет. попало. Он мне позвонил. Хорошо попало. Да? Первый раунд проиграл он, короче. Есть несколько раз он ему воткнул, короче. Прям Я жесть. тоже поспорил. Нет, в конце первого раунда был нокдаун. Да, нокдаун был. Вот, а Да. нокдаун это автоматически. Но они не Перед засчитали. этим поединком, даже перед самим Ауфорсом, мы с Алидар Булатовичем сидели, и он мне говорит: блин, когда Жуман перестанет драться? Он же даже на ворте сказал, там, все, знаешь, что Жуман. давай- юмор. Давай его уговорим не Да. драться. Последний бой, когда его был, ну вот, до этого, Бери его на работу уже. я с Жуманом общался, и Жуман мне сказал: все, Миш, он последний же бой проиграл, и он говорит: все, после этого я сейчас последний бой провожу в Намаде и заключительный бой в Найзе. И когда он выиграл Расула Мирзаева, я уже вижу, он такой счастливый. Глаза он говорит: горят. Багаутинов, там этот, 8 человек перечислил, и потом выходит, я говорю: блин, я говорю: Жуман, ты же все уже точно завершить не сможешь. Он говорит: ну да, уже не смогу. А мы Он очень говорит: ждем надо Жумана, правда. Он из него классный ведущий. У него была пилотная снята программа «Вожак стаи», и она набрала очень большое количество просмотров. Нет, ну я думаю, что в любом случае, если со стороны медиа говорить, чем больше боев, тем больше он приобретет от этого однозначно. Но при этом, при всем, не хотелось бы, чтобы Сула, он потом здесь сидел. Что происходит? вам скучно или что? Жуман, я опять хочу обратиться к нашим подписчикам, нашим фанатам. Скажите свое мнение, надо ли Жуману завязывать? Надо ли ему становиться там вторым... Кто там в UFC, на кого он похож? Бишпинг, Нет, не это Бишпинг, у ты нас говоришь про Фаниль. Джейсона Гейджа. Нет, Биспинг. Биспинг. кстати, вот в Америке по-разному говорят. Есть да, и биспинг говорят, и бишпинг. Знаешь, да? Нет, я не знаю. Два Я не раза буду говорят, обманывать. по-разному говорят. знаю. Бишпинг говорят и биспинг говорят. Джо Роганом, надо ему становиться... Нет, Джо Роган не был бойцом, так что Биспинг действительно больше подходит. Да, ну просто я Бишпинга сравнивал с Фанилем больше. Тогда DC как раз толстяк. DC? Нет, тогда Фаниль толстяк. Фаниль быстрее потолстеет, чем Жуман, кажется. Жуман, кстати, я вот тоже я сделал же репортаж про его бой. Такой небольшой, приехал чисто на его бой и сразу поехал обратно смотреть ASA. Это было в одно и то же время. Жуман, когда дрался, после его боя, через там 5 минут дрался уже Артем. Мне надо было все успеть посмотреть, еще что-то заснять. И Жуман в очень хорошей форме был. Я такой хорошей формы не видел. У него прям Он пахарь. оброс мышцами. Он пахарь. Стал таким очень крепким. Атлетичным, да? Очень, да. Я, когда в раздевалке его записывал, ну, тоже лучше посмотрите репортаж, я захожу в раздевалку, такой думаю: блин, что, подменили тело Жуману, другое. Да. Я ему На говорю: что ты капец, намекаешь? сегодня... На то, что у него хорошее тело. А, Я говорю: капец, у тебя сегодня форма хорошая. Он говорит: да. Он говорит, мы не по бодибилдингу выступаем, а по ММА, поэтому сейчас посмотришь, как это сработает. Ну, в итоге сработало. рабочая, да? Не, удар тяжелый был. Про Жумана, думаю, все, мы про UFC основное не поговорили. Не, самое главное, давайте, кого он щелкнул? Да. Нашего Расула лучшего друга Казахстана, Расула Мирзаева. Ну Да? ладно, что его. Он, Расул тем более, Мирзаев молодец, в своё молодец время- вышел, говорит: да ладно, что там интриги были. В свое время он жестко это, да? И станул. В этом. В Файтнайсе же, да, он прям гремел же, да, помнишь? это? да, это звезда. Он Какой был у него был темп он был вообще одним из самых просто популярных дурной вообще просто. Он был бойцов, просто в принципе, дурной. Потом, я помню этот бой, я смотрел в прямом эфире, когда первое его поражение нанес грузин. Да, Ливан Макишвили. Да, вот он и нанес потом. А здесь он ержанчика нашел. Ну, Ливан, по-моему, решением его победил. Да, решение. 2 раза Ержана Истанов победил в ММА. Победил его по грэпплингу. Был такой Хаватар с Алаш Прайдом, с Данияром Каскарауовым. И там какие-то интервью тупые, конченые Расул давал. Казахи все помнят. Интернет помнит все, короче. Мы видели эти видосы, казахи не гостеприимные. И это было так приятно, что Жуманчик его есть вот. Но он это интервью смотрел, он вроде бы такой вот, знаешь, он как будто бы
как будто он сам говорит, ну я вот типа уже типа повзрослел. То есть вот, Кто? это вот Расул. То, что вот- Конечно, брат. Да он это такую всё, жизнь... У него такая судьба, я вот посмотрела Мишино интервью, это, оказывается, у человека очень сложная А вот судьба. ты не видела видео, как его били? Нет. Вообще это жесть еще, это же полнейшая. только уже стало, скажем, блин, не знаю, плохое Он сравнение. за но убийство, вишенкой за на торте. убийство Да, засидел. это... Да, то есть у него прям жизнь очень тяжелая. Одно была. время он такой суперзвездой был. Вообще просто. Это 14-13 года Вообще там. просто. Ну, реально. Видишь, Номер один это вообще там Fight Вот Nights, почему, это был вот почему, Расул вот Мирзаев. почему реально нужна команда, почему мы отмечаем командная работа. Вот всегда даже вот смотрю на окружение команды, это есть такое наставничество, есть такое понимание, да, там, оно должно быть, всегда должны быть старшие, которые советуют. Плохо, когда этого нету, плохо, когда это не работает, и всегда как бы вот, когда человека не хочется говорить так, несет, а вот бывает на пике популярности своей человек начинает уже как Не бы чуть- справляется. Сори, я опять вот, спорить буду, потому что команда Нет, у ты него спорь, была, Спорь. у него Камил Я Гаджиев не говорю, как что раз не было, я вывел. не говорю, что не была команда. Я говорю, она важна, эта работа, командная Да, работа. у них очень сильная была как раз команда Fight Nights, тогда как раз Али Багаутинов был, Расул Я это Мирзаев. прекрасно знаю. И вообще команда Fight Да, Nights. просто Он я же тебе говорит я про помню, другие как их... вещи, это что он, во-первых, совершил убийство. Не, Во-первых. За что посидел в тюрьме? То есть это- какая команда? О это чём? не во-первых. Нет, Про в смысле, как- Нурбек про- говорит про команду, ты говоришь, Не, какая команда? я говорю про то, что очень важна командная работа. Вот, то Я есть её не старший, критикую. где есть, Да, да? я не Где, критикую. говорит, ты вот это вот Я не говорю, делай, что в этот они клуб есть. не ходи. Я говорю, Не что, надо ходить я говорю, туда. что у нас... То есть он у тебе нас- про это я- говорит. Они есть. Так в этом прикол, что команда-то у него есть, просто вы как-то вообще из уравнения опять убираете самого Расула. То есть, я считаю, что все, в чем он виноват, это он виноват. А команда, у него были старшие. Камил Гаджиев его сопровождал, он вообще вывел, типа, Расул же там на стройке работал, поднялся с стройки, сделал большой звездой. Просто вот он не справился вот с этим испытанием медными трубами. Ну, это То есть, самое сложное испытание. Да, упали деньги, упала популярность, его все знали тогда действительно. И, Очень конечно, крутой был. Потом Да. вот этот инцидент с Камилом, дорогой Камил. Лахма, да? Его тоже ужасный Да и инцидент. там много всего, да, то Ужаснейший. есть у него жизнь, я ему тоже говорю, что... Но сейчас вот я у тебя, по-моему, смотрел это интервью. Но он сейчас вот уже похож на человека, который такой, так скажем, осознанный, да, уже. Ну, конечно, брат. Поумнел 40 уже лет ему однозначно. Ну да, 38 лет. Я вот параллели искал, мне кажется, с Майком Тайсоном у них капец похожие какие-то истории. Просто Майк Тайсон тоже, вот есть люди, которым просто дано быть типа супербойцом, особенно в молодости. Там. Его Абдулманап, кстати, называл гений атаки. У Расул него, Мирзаев. блин, атака у него была шикарная. Вот. И в принципе, да. Но Арман Аспанов его нокаутировал. И в хорошей форме тогда был. Он. И Он уже Арман, после они же тюрьмы одногодки с Арманом, да, по-моему? видишь, он уже Расул был 80. после тюрьмы. будем Арман честны. помладше, кажется. Помладше, думаю. Да, мне Арман- кажется, ему 30, Арман 89 36, по-моему, да. или 88-го. Короче, да, 80, жизнь да, жесткую да. прожил. Но очень приятно, что как бы то ни было, у всех своя судьба, у всех свои, это. Но наш Жуманчик этого человека нокаутировал. И это очень-очень приятно. Лично я за Жумана прям рад. Безумно рад. Давай поговорим обнял тебя. про UFC. Мы говорили или не говорили? Нет. А что вы тогда все время перекидываете? Ну, Ты видишь, же нас только перебиваешь столько всегда было. постоянно. Кто Брат. перебивает? Всегда ты перебиваешь, брат. Что ты стоит сказать, и ты сразу, мы только за UFC, подождите. Поэтому Гитара мы нет, никак и никого можем не перебиваешь. говорить. Просто, будем честными, UFC не супер был ярким. Да. Прям Не, интересно. ну да ладно, не будем говорить. Не, просто про главный бой Ну, можно Да нет, сказать. зачем, не надо. Почему? Нет, вот женский бой, говорят, Дрикус был там Дюплесси мощный, будет да? теперь Да драться не был с мощный. Хамзатом Чимаевым. За это тоже стоит сказать. Ладно. Да, в принципе, Дрикус Дюплесси защитил свой пояс, с Шоном Стрикландом подрался. Разбил ему нос. Если в первом бою у Хрена многих были вообще. вопросы, все считали, что бой спорный, Да, то в да. этот раз Здесь Дрикус вообще переехал Шона. Супер было. Он еще и рассчитывал его нокаутировать. Это прям был... Слушай, как у него ноги работали, да? Несмотря ни на что, вот эти вот хай-кики и мидл-кики постоянно выбрасывает. И вот он, знаешь, что у Дюплесси мне нравится, вот он как будто бы раз выдохся, да? Но вот он ниже вот этого выдыхания, он в натуре... Там комментаторы один раз заметили эту тему. Я вот в этом поединке начал вот прямо обращать. В натуре вот он как будто бы выдохся, но вот ниже вот этого выдохся он не уходит. То есть он вот этот темп держит по любасику, что бы ни было. Офигенный боец. Корявый, но... Мне кажется, Дюплесси реально такая, как бы,
небольшая проблема для Чимаева. В любом случае. Небольшая? Ну, слушай, да, он же чемпион, он победил там 4. Не-не, мы понимаем, Второй раз защитил свой пояс. чемпионы разные бывают. Я к чему говорю? Антропометрия, умение бороться, умение как бы вести бой в стойке. Да, я сюда Хоть и ногой корявая, может воткнуть, хоть и вообще не корявая вопрос. техника, но при этом при всем чуть-чуть как бы дышит дольше, да, там лучше. Я с удовольствием этот бой посмотрю, и мне тоже кажется, что он еще и физушный, то есть он много весит, и Чимаев все равно пришел из 77, хоть и сейчас он прям крупный такой средний Самое вес. главное, вот он ногой, он в любом положении, да, вот насколько даже он близко от тебя, по-любому может выкинуть ногу. Достает, да? Да, вообще труба, он раз, не понял. Шанс, короче, есть хайкик идет уже. Красавчик. Ну, он такой, да, он нестандартный корявый ударник, вот, и у него еще прикольно, что работает голова, то есть он первый раз со Стриклендом дрался совсем не так, как он дрался во второй раз. И, в принципе, он там с бойцами дерется по-разному всегда, у него такой прокачанный бойцовский IQ. Ну, и, в принципе, да, хороший, интересный боец, круто будет. Как ты думаешь, что победит? Не знаю, вот меня очень удивило, насколько деклассировал Чимаев Уитакера. Это было как-то слишком, просто. Вот, и из-за этого я, может быть, небольшим фаворитом видел бы Чимаева за счет борьбы. Но если у Дюплесси получится остановить борьбу, то тогда Дюплесси заберет, конечно. Потому что, у Чимаева вот борьба рабочая, но у него вроде кардио не очень хорошее, и ударка, есть, но тоже нельзя сказать, что прям какая-то идеальная. Но борьба у него сумасшедшая. То есть, как он просто бросал. А если там передышит там 3 раунда, допустим? Ну вот да, просто... Мне кажется, в 4-м раунде что мы видели по окончанию боя с Усманом, проблемы были? Он же Да. во втором плохо дышит. То есть, Чимаев уже со второго раунда уже типа тяжело ему. А с чем это связано, думаешь? Вроде бы Не борцовский знаю, навык. может быть, знаешь, вот так дано. Слишком то есть- все на физику А с ставит. другой стороны, вот такой силы, как у него, ни у кого нету. Ну да, это же все как-то челюсть- связано. Челюсть ломает нахуй. Да, вот как-то, не знаю, размеры мышц, там, я не знаю, как это Я работает. просто слышал, не знаю, правда или ложь, говорили про щитовидку его, типа удалил, не удалил, Да, что-то было какая-то. дело. Лечил точно. И это очень сильно, говорит, влияет На что? на функционалку, Точно, если у тебя часть тела вообще удалили, то, наверное, на выносливость очень сильно влияет. ты будешь... Ну, посмотреть. щитовидная железа, она вообще за что отвечает? Давайте, ребят, это же не пол легкого тебе удалили. Не, Но все равно гормональный баланс уже нарушен. это при восстановлении очень... Не знаю, удалили, не удалили, но я слышал, что у него очень сильные проблемы. Да-да-да, ему лечили. Именно щитовидкой. долго. Да. Вот последний бой, он говорит, из-за этого, предпоследний, когда он снялся, был уже, тогда это было из-за этого. Но я тебе скажу одну вещь. Наверное, в этом весе на сегодняшний день нет круче бойца, по крайней мере, по восприятию всего мира, это как Хамзат Чимаев. Он очень крутой. Очень крутой, все о нем говорят, он очень медийный. Кто бы там ни дрался за титул, всегда сравнивают в итоге, что они хотят подраться там Шафхат, говорю, с Чимаевым. Конечно. И с Перейрой. Да. Дюплесси, единственное, в этом, такое ощущение, как будто избегая боя с Чимаевым, он сказал, мне все равно там, кто что, я хочу подраться там с Перейра, да? Он сказал, что он сейчас я сказал, буду с драться Чимаевым. с Хамзатом Чимаевым. После того, как я его побежу, я хочу драться с Перейрой. Да, Да, то есть да. у Дюплесси, что, кстати, прикольно, он еще очень относится к боям серьезно. То есть у него была история, когда ему предлагали там выходить на короткое уведомление, он никогда не выходит. Он говорит, мне нужен полный лагерь, чтобы я был абсолютно здоров, Ну, тогда я буду правильно, драться. правильно, То есть правильно. он супер ответственно относится к своим боям. И Исходя из того, что у него 23 победы и Два поражения. всего лишь 2 поражения за это все время, тем более в таких весах, там, 31 год. Одна плюха Вообще может всё всё решить. впереди, да, у него еще года 3-4 минимум. в тяжах они могут и до 37 драться, 40 Ну, я точно. говорю, вот минимум вот прям в таком. Тейшера, сколько как его... он в 42, но это все равно как больше исключение, что тогда не было. Джонс тогда ушел, то есть, Не, я к чему говорю, что не то, что он чемпион, а то, что дрался до конца. И тут, опять же, от урона зависит. Сколько урона получал. Сколько урона. Круто пообщались, я думаю, что... так это не все темы. Женские бои не будем обсуждать? А тебе интересно? Бой Лежанка. Кто? Раз А я ты здесь. смотрела? Я не смотрела, я читала комментарии. Не, Что Жанна она была же когда-то переехала. чемпионкой. Она Да? сейчас Она чемпион. и сейчас А, сейчас чемпионка. чемпионка. Сейчас А. как раз она Разве не проиграла она? 35 До этого. лет. Она проиграла Она Роуз проиграла Нamajunas и два потом раза. Роуз обратно Нamajunas, забрала. потом обратно забрала. Да. У нее же? Нет, она Роуз Нamajunas 2 раза, по-моему, встряла. А потом она побежала. Она... А у кого она пояс забрала? У этой
Не у этой или случайно? Девочки-борцухи, я уж тоже не помню. Короче, женская ММА, просто ладно, по именам можно посмотреть любому в Topology зайти. Суть в том, что да, она проигрывала Рост Маюнас, потом она выиграла того, кто выиграл Рост Маюнас. Это Инженчик, нет? Как же? Ну, и Джейчка тоже выиграла. Да, она много у нее кого. же взяла пояс. Она много у кого. Она же, говорю, проигрывала пояс. Ну, вот я говорю, она взяла пояс у нее Последний же. раз я не помню. Я даже не Еще помню. брат Ильи у Топури китаянки дрался, да? она. У китаянки. Ну, она у нее не брала пояс. Да, она китаянка не брала, была она просто ее претендент, выиграла. да. Она точно выиграла инженчик и стала чемпионкой. Татьяна, такое русское имя, да, но мексиканка, да? Суарес. Да. Суарес. У нее тоже интересная судьба. Девочка, она многократная чемпионка по вольной борьбе. У нее Кто? рак был. Татьяна? Суарес, да. А, серьезно? Да, у нее был рак, и потом у нее еще, когда она вольной борьбой занималась, у нее была очень серьезная травма шеи. Ей запретили типа заниматься, она с вольной завершила, потом у нее рак был, она, короче, рак победила. У нее, кстати, тоже щитовидка была. Рак щитовидной железы, она победила его, и потом стала в UFC. Я извиняюсь, выступать. я слышал, что в Америке часто говорят, что раком болел тот или иной боец, берут справку и ради того, чтобы там принимать запрещенные препараты. Типа справка разрешено. В большинстве Свечку не случаев. держал, да, я не знаю. Ну, в целом, вроде У какие-то Суарес фотки. не получались, да, тейкдауны вообще? Ни один не получил. Нет, Многие проходят, а тейкдауна сделать Первый ни раунд нет, у хрена нее не может получился сделать. в целом. Не, первый раунд у нее получился, а потом, да, уже. Ну, просто она именно чисто борцуха. Ее даже называли же, типа, женский Хабиб. Ничего не смогла Женский сделать. Хабиб. Ну, типа, Хабиб, да. Что у нее вот 10-0 был рекорд до... 10-1. Первое поражение? Да, Что, первое есть поражение. еще что-то сказать? Да, я хотел... Брат Ильи Топури дрался. Да это ладно, по UFC. Почему это ладно? Ну, хорошо, что... Ты он смотрела? дрался. Нет, просто блеснуть хотела. Александр Топури. Ну, подрался хорошо, типа. И потом они с выиграл. Мирабом станцевали, Да, прикольно. выиграл. Да, это выиграл. в тот момент было, я видел, как танцевали. Да. Выиграл? Выиграл. Причем выиграл уверенно, очень хороший уровень показал, высокий класс, и, в принципе... Ну, Родной брат? Да, родной брат. Прикольно. Он Старший, же по-моему, да, еще по-моему? старший брат, у него рекорд меньше, чем у Ильи. Он в какой-то момент, он тоже перспективный прям боец, и он просто за 10 лет у него 6 боев было или 5, потому что он стал тренером Ильи. Он сказал, я свою карьеру Спарринг-партнер, останавливаю, и мне именно прям тренером. О, нифига Я свою себе. карьеру останавливаю, чтобы брат тренировать. Представь, Он брата довел до он UFC, брата до пояса. довел до чемпионства, а сам он Вот. какой, да? Вот-вот, он довел до пояса и сказал, все, Ты не теперь я хотел могу уже. разговаривать. Такая интересная история. Ты что это, брат? Это как Я два чё- брата Белоглазого, помнишь? Я были хотел- такие? Нет. Не слышал? С вольной борьбы олимпийских А, чемпионов. слышал. Окей. Березинцы. Ну, про ММА. Я хотел про что рассказать. У меня, кстати, быстро тоже ремарк. У меня, когда я занимался вольной, я немножко успел позаниматься в жизни вольной борьбой. 2 года Можешь проход занимался. показать, братан? Потом. Не-не, сейчас пока. Не-не, это по подписке. А, по подписке. Короче, было 2 брата, Азизовы, Иса и Муса, звали их, пацаны дагестанцы. Они 2, по-моему, ну, мастер спорта у них точно был, может быть, даже что-то побольше. Я всегда вот думал, что очень выгодно, мне кажется, Олимпийскому комитету брать близнецов, потому что они же могут, типа, например, один взвешивается, второй выступает, вот такие штуки делать. Да, они Это же так- никак невозможно, да? Они так и понять? делают. А, вот. Да, они так и делают. В большинстве случаев было так, что типа кто-то похудее вес держал, контролировал, там, боролся. Но, знаешь, в олимпийских видах спорта сегодня это не совсем как бы такая выигрышная ситуация. Почему? Потому что тебя могут... Вообще взвешивание идет прям в день соревнования. Потом еще в процессе борьбы, раньше по тем правилам было так, насколько я помню, было так, что ты борешься, и в итоге у кого вес больше, если ничья, у кого вес больше, тот проигрывает, короче. Вот так как бы, что-то такое, я помню, правило было. Но в целом, я считаю, ну, как бы выгодно, невыгодно, если с этого начинать. Это в любом случае, мы же знаем, что за каждую ложу всегда она как бы раскрывается, всегда что-то бывает, и как бы в итоге правда, там вот эта вся хартия олимпийская, добро не победит, так что не надо этим страдать. Окей, я хотел... Как замысел интересный. Добро победит зло всегда. Наши бойцы, найзы, они сейчас в разных лигах выступают. Сейчас ты Султанов в Warrior Warriors,
Да, но он не боец. У многих из них у нас были какие-то обязанности до там 3-4 боев. Сейчас со многими из них мы там расторгли. Вот буквально на днях мы сейчас садимся и создаем новые контракты, новые условия. Как я и говорил, там до определенного топа 7, 8, 9, 10 мы как бы обязываем их драться только у нас, переходит только в UFC. Только в UFC, да, будем заниматься там молодыми звездами, как и мы взрослели там многих ребят, да, там Алиби, там Дастан, Нурбек Абдрахманов, Багдад Жубаныш. Еще такое есть понимание, знаешь, как бы вот невзирая ни на что. Вот есть, да, там Макаев, да, вот история Макаева, да. Вот у них не сошлись при всем его там при всей его медийности, при всей ее, как бы, при всем его там, возможно, там мастеровитости, да, его взяли и как бы, ну, отказались с ним дальше работать. Почему? Потому что это отношения. Так же и у нас. Это будет, если у тебя там не сходятся как бы отношения, не получается там нормального как бы договориться по определенным моментам, если тот или иной нарушает что-то, да, там, если мы не видим дальнейшего успеха, дальнейшего роста, дальнейшего нормальных таких здравых отношений, естественно, мы не будем с ним работать. Зачем его держать, зачем его к сердцу прижимать там, и не отпускать этого, солить его, да? Сейчас мы для истории дальнейшей там придумали дополнительные турниры. Вот скоро выйдет анонс, как они будут называться, как они будут идти, да, там, ну, уже там красивая картинка, чуть-чуть стратегия другая, там, чуть-чуть концепция другая, но при этом, при всем, есть какой-то определенный круг аудитории, которой это понравится. Есть будут основные турниры, будут такие турниры. В этих турнирах тоже старшие поколения в топе, которые находятся, если у них там не будет боев простой, они там будут набирать какие-то определенные рейтинги, там уровни. Все это достаточно интересно так уже упаковывается, красиво. Вот на днях мы уже все выпустим. Вот у нас буквально через сегодня Через 10 дней у нас уже турнир. Через 10 дней у нас... Ты говоришь, да? Открываю оно сразу же, вот это я в шоке от наконец-то. Через 10 дней у нас же... Через 10 дней и там уже будут новые концепты. У нас уже, да, турнир, там будут уже новые концепты записаны, потом показаны позже, но хочется обратить внимание на поединок. Основное для меня это интересно, это Гран-при. Все время все задумываются, почему там Лига Найза там ставит акцент на такое, там ставит туда большие гонорары, тот же 50 миллионов, да, если взять в Гран-при командном. Вы поймите, что для индустрии очень важно, чтобы развивалась команда. Миллион историй личного успеха, когда человек там ходил, один груш, это до какого-то уровня. Как только появляется команда, которая работает в разных направлениях, делает для него всякую работу вместе с ним, там, маркетинг, пиар, изучение каких-то английских, это все будет делать команда, не мы. Мы промоушен, который дает ему бои, который развивает его медийку, возможно, как-то там участвует в каких-то обучениях, но в основе любого бойца, который будет подниматься на уровень космоса, это будет команда. Так что нам очень важно, чтобы почти в каждом регионе сегодня развивалась команда. Потому что это направление, оно реально трендовое, оно на сегодняшний день популярное. И если бы там, допустим, у многих бойцов, вот даже этот Асу заметил, когда Ермахан подрался же в семье, и мы там общаемся, а у Ермахана сколько рекорд? 3 или 4? 4 боя, да? У Рунтаева, там 4-3 боя, и он говорит, я им говорю, вот такие моменты, вот такие мы обсуждаем, мне тоже понравился этот поединок, я там при всем при этом просто не понравилось, что в конце он чуть смазал, но выиграл однозначно, и даже то, что там аудитория ликовала против Ермахана, оно выглядело так, что, отдайте там все равно тому, который там местный, или там, возможно, кто последний раунд забрал, хотя 2 раунда он до этого забрал. И Асу, мы сидим, и Асу говорит, Нурбек, представляешь, у него 4-й бой в карьере. Он дерется так, как я сейчас дерусь. Технически имеется в виду. В его возрасте, то есть не в возрасте, а на его уровне, когда я был, я так не мог драться. У меня были или руки-ноги, или борьба. То есть у всех практически бойцов. И сегодня бойцы, вот, допустим, путем того, что их рядом команда опекает, рядом там развивает разносторонние, есть бойцы, есть боксеры, есть кикбоксеры, есть тай-боксеры, есть грэпплинг, есть вольная борьба, есть ММА, набирает тренеров, ставит там занятия, программу расписывает. Это все благоприятно влияет на рост бойца. И вот из-за этого мы развиваем вот это командное движение, ставим такие колоссальные гонорары, которые они там, я думаю, что используют по направлению правильно, там, возможно, усилят команду, там, наберут на год тренеров, усилят там медийку. Костане 20 февраля, арена ледовая.
Ну, на самом деле, я не призываю вас, ну, не то чтобы там не сильно газую про билеты, потому что их уже вот так раскупили половину, там, и я думаю, что в ближайшие 10 дней там обычно там 20% от билетов в последний день покупают и так далее, и так далее. Но обязательно, если вы из Костана, если у вас есть возможность прийти, обязательно приходите и посмотрите это шоу, это будет очень круто. Напоследок, я не знаю просто, насколько ты это захочешь делать, тебе же присылают вопросы, ты будешь их читать сегодня? Это однозначно мы прочитаем, но я перед тем, как прочитать вопрос, я хотел акцентировать ваше внимание на то, что 7 числа, когда мы стартанули с нашим аварцем, в Китае, в Харбине стартанули азиатские игры. Эти азиатские игры для нас, для Казахстана, зимние азиатские игры, стали историческими, что первая у нас золотая медаль в мужской сборной по шорт-треку, эстафета на 5000 метров. Представляешь, это вообще круто. Я всегда говорю, когда в таких дисциплинах, как вот, допустим, на Олимпиаде у нас спортивная гимнастика, да, там второе серебро, кстати, Курбанова мы награждали, его жена пришла, забрала его статуэтку. В этот раз там шорт-трек, да, то есть азиатские игры, чтобы вы понимали, это Олимпиада среди стран Азии, то есть раз в 4 года проходит и очень ценится во всех, особенно постсоветских странах. Смешанная команда шорт-трека, эстафета на 2000 метров у нас серебро. Евгений Кошкин, конькобежный спорт на 100 метров серебро. Константин Борцов, лыжный спорт, спринт серебро. Женская сборная команда по шорт-треку, эстафета на 3000 метров серебро. Аяна Жолдас, Шерзот Шарыбаев, Аслхан Асан, фристайл, акробатика, смешанные соревнования, то есть серебро. И третье место заняли Аян Жолдас, женская сборная по конькобежному спорту, и Улжас Климин. Это исторически, можно сказать, 2 дня соревнований, которые там потрясли, наверное, ну, весь, так скажем, весь блок зимних видов спорта олимпийского направления у нас в Казахстане. Я очень благодарен всем ребятам, которые трудятся. Реально, может быть, это даже как-то чуть незамеченно осталось, но при этом, при всем, это очень крутые результаты. Я работал в этом направлении, знаю, что такое. У нас, тем более в Казахстане, не во всех регионах вообще сам по себе лыжные и зимние виды спорта развиты. Чтобы вы понимали, наверное, в 5-6 регионах только это развивается. Но это очень круто. Я поздравляю всю сборную, непосредственно министра Ербола Куантелла, нашего члена Олимпийского комитета и спортивного функционера, который поддерживает спорт, Гаджи Шапиевича, Геннадий Головкин там был, брат его был, Макс Головкин, мы всех видели. Елена Рыпакова, да, была, да? Елена Рыпакова, кажется, была. Ее тоже поздравляю. Всех, весь Казахстан поздравляю. Всех с победой. Сейчас перейду к вопросам, тут же к ответам. Постараюсь быстро. Почему? Потому что тоже времени немного, но при этом, при всем, у нас, я думаю, хватит на то, чтобы ответить на все вопросы. Я хочу, знаете как, когда будут ответы, я хочу, если есть такая возможность, перевести вам, кто не понимает, и дать вам возможность ответить. Почему? Потому что возможность... скучал на дыму. Да, возможность... Так, Тимур Серикуло. Серикуло Тимурдың келесі жекпе-жегі тура айта кетсеңіз дейді. Аскербек Аян пишет про то, что типа, кто будет... Аскербек Аян, это, кстати, вот тренер, который в голосовании выиграл с Семея. Как раз тренер Серикулы. Да, Акулы, да. И вот он говорит, что скажете по следующему сопернику? Мы сейчас смотрим, ну, Серикуло – это претендент номер 1 за титул сегодня, после Тимирлана Сарлапова. Тимирлан Сарлапов подерется за свой пояс 20 февраля. Если он выигрывает, и даже если проигрывает, в любом случае Тимур Серикуло уже в течение 3-4 месяцев в нашем очередном турнире в Семей подерется за титул с этим пацаном. Так что ждите, Семей, у вас в этом году будет титульный бой и в лице Акулы Серикуло Тимура. А кто его будет соперник, вы узнаете 20 февраля на ледовой арене Костанай. Так, Гасановтың жекпе-жегі аз қалды, қарсыласы кім, анонс шығады. Бүгін, это про Гасанова спрашивают, кто будет соперником. Да, соперник уже нашелся. Жандарбек бар ма? Жандарбек бүгін жариялайды, матчмейкерлер жариялайды. Маңғыстаулық Серікбай мен Али Қожа қашан қайта оралады? Али Қожа ақш-тан келді, оны сұрақты қойып отқан Алаш ММА Вариус. Али Қожа ақш-тан келді, маған кіріп шықты, өзінің жоспарын айтты. Қазір оразаға дейін оның жекпе-жегін көрмейміз, ол өзі басын тартты, бір аз-маз бітіретін шаруалары бар. Оразадан кейін мен ағай бастаймын, осы жылы Құдай қаласа 2 жекпе-жек жасауға тырысам, әрі қарай оны жоғарғы лигаларға жүруіне көмектесеміз. Серікбайұлы, Серікбай енді білмеймін, енді Серікбай енді біздер, олар көп, біздер азбыз деген сияқты, оларды күтіп отыр.
қашан хабарласады. Найзаның, так, Айгуль, это наша фанатка, 17-07-19-80. Найзаның 10 жылдығы жоғары деңгейде өткіздіңіздер, өсіп, өңірлеріңізді тілекшін. Айгуль, вы знаете же, наша фанатка, которая сумкой Эдуарда била. Казбека. Да, Казбека сағыны била. Айгуль ханым, сізге рахмет. Тілегіңізге, Найза 10 жылдық емес, бірақ Найза 24 бойынша қорытындысы ғой. Ол туралы көбі жазып жатыр. Сізге ұнаған мен үшін үлкен мәртебе. Сіз біздің, она когда-то брала премию, кажется, первый, да, или второй, она брала первую премию «Лучший фанат года». Когда откроете ветеранскую лигу и баттерболи тоже. Ильяс 81, обязательно откроем. Это, кстати, актуальный вопрос. Да. Скоро. Что ты все время Сулу хочешь? Ветеранская лига. Ну, ты тоже ветеран. Вчера же вас эти два молодых, хотя Шакенти твой ровесник, или ты даже старше. Так, Бахытов про Серикбаева он сказал, я уже ответил. Так, Найза төбелескен жауынгерлер бірден титульный бойға шығады. UFC-ді дым төбелеспей титулға шығып жатыр, так что сабыр 588 оған бір қатты мәңді бұрып ойланып керек емес. Так, жауынгерлер бірден шығуға 5 болғаны. Так, ладно, так, это не вопрос. Азамат Бахытовты неге титулға шығармайсыңдар? Рауан Айырбек. На этот вопрос уже несколько раз отвечал. Несколько раз отвечали. Азаматтың өзімен жеке сөйлестім. Азамат, мен шықпаймын, аға, мен Нұрбек аға, мен болдым деді ғой. Так, Лигада бір өткізген боец, бір победная серия. Так, это он отвечает ему. Керемет Нурике, позапрошлый подкаст на NFC, не номерной турнир, какое название придумать, вы говорили, NFC Fight Nights, круто звучит. Спасибо. Бахытов 28, кстати, по нашему запросу, помнишь, мы говорили, смотрит, продолжает и комментирует, вы крутые. Ради вас мы делаем. Вот именно ради таких фанатов, которые нас поддерживают своими комментариями. Они могут негативными быть, позитивными, но они есть. Где у вас офис находится? Ну, главное, что позитивно. Ахмеджанов, Аслан, это уже как угроза, да, где у вас офис находится. Ты ему давно не отвечал в комментариях. Если вы забьете в Тугисе Найза, вы увидите, где наш офис находится. Ассалаумалейкум, Нұке, жұмыстарыңыз сәттілік, Асу бауырымызға жайында ойларыңыз, алдағы жекпе-жек жайлы. Касым 8561, Асу туралы біз осы подкастқа айтқан болатынбыз, Миша бастады, бәріміз қолдадық, соны қарасаңыз. Нұрбек, приведи что-то на Сулу, потому что он грустит. Сейчас, братан. Найза, там самое смачное, там есть один момент, сейчас ему будет очень тяжело. Бахытов, Найза, қалай кіруге болады, дебютант болып, 77-ге желание бешен. Как раз дебютанттарға бізде лига ашылады, құдай қаласа, соған келіңіздер міндетті түрде. Планируется ли проведение номерного турнира в Азербайджане? Вау! О, Сула, давай. Вот это, давай. Жеңіс Галиев. Жеңіс Галиев. Кстати, да. Я думаю, что это, да, наш общий приятель Жеңіс. Мы это с нашим другом, братом Джасуром уже начнем обсуждать, и обязательно к этому придем, я думаю. Так. Панзилах. Салам алейкум, Нурбек ага. Вот два вопроса. Что стало с Дала Файтинг? Они провели один ивент и все. Я, честно сказать, не знаю. Сула, кстати, знаю. Давай, отвечай. Ты же про Дала Файтинг больше знаешь, чем я. В этом году планируется проведение еще 2 или 3 турниров. Вполне вероятно, не только в Астане. Нет, ты расскажи про то, что Дала Файтинг это не только про ММА, это разные... Дала Файтинг, да, это не только про ММА. Вот совсем недавно, в конце декабря месяца, прошел большой турнир под эгидой Дала Файтинг по казак крюсу. Сюда приехало 3 звезды по ММА. Это Фарид Едулаев, это был Ислам Жангаразов и Даниал Эльбаев. То есть они здесь с нашими чемпионами боролись, и был очень красивый, хороший вечер. Также в этом году 2 или 3 турнира будет, но уже по ММА непосредственно Дала FC. И второй вопрос от него, где планируется провести апрельский турнир. Очень хороший вопрос, мне нравится, что они заранее хотят знать, да? Но я скажу вот так, у нас есть по плану какой-то город определенный, но мы не хотим заранее это говорить, почему? Потому Бангкок. Что как только положение утвердим, мы вам скажем, это точно Паттайя, пускай вы. Да. А то, если мы заранее скажем, все на билеты выкупят, и Уолкин-стрит, никто не да, сможет там, купить. рядом, короче. Вопрос, смотрите, как оценивалось, так, Шаймухан. Вопрос, как оценивалось
занял звание боец года, если решение принимала комиссия, почему это нигде не было прописано, зачем народ тогда голосовал и смысл этого голосования, если там комиссия решает. Стоп. И сразу ему отвечает Панджах, это было прописано на сайте и был предоставлен список, коллеги. Вот кто это. Вот, Панджах, ты красавчик, ты читаешь то, что мы пишем на сайте, молодец. Также он пишет, если не затруднит, можно скрин, вы же осведомлены, я так понимаю, не первый раз мне отвечаете, но это уже замес между ними, откройте дайрект. Я сейчас их замес прочитаю. Можно было и сюда, пусть люди, которым интересно, тоже видят. Ну, как он скрин отправить? Здесь же картинку нельзя в комментариях отправить? Или можно? Ладно. В Инстаграме? Да, скрытые ответы, говорит. Скрыть это все. Так, ассаламу алейкум, Кабдрахманов, Николай Киос, так, в ММА World Show спрашивает про Николая Киоси и Нурбека Кабдрахманова. Я считаю, что это очень крутой вопрос. В анонсах, если вы смотрите за нашими новостями, у нас есть там 10-12 ожидаемых поединков на этот год. Это Багдад Жуваныш, Казбек Сагын, это Тайлах против Гасанова, это в том числе и... Как его? Киоса и Нурбек Кабдрахманов. Мы хотим сделать этот рематч не из-за того, что там хотим кого-то что-то отобрать или доказать обратное, а просто из-за того, что вы часто пишете про это, и вам это интересно, мы хотим... Ну и плюс Киоса же не сделал вес, пояс, он хочет все еще. Он вчера, когда мы были на Nice Everts, мы с Сулой подходили к нему, и он даже с поясом фоткался, ему прям по кайфу было. Так что он за поясом, на этот пояс нацелен. Бекбулатов, 906, Абу Нурбулат, бойға кіммен шығады? Вот как раз таки Абу Нурбулат, это тоже один из ожидаемых боев 25 года. Абу Нурбулат против Дастана Амангельдиева, я считаю, крутейший поединок. Мы уже один раз планировали, Абу Нурбулат вес не сыграл, кстати. Ассаламу алейкум, Урал қаласында осы жылы ивент бола ма? Біздің тарапымыздан ешқандай жоспар жоқ турнир өткізуге Уралда. Неге десеңіздер, Уралда бүгінгі таңда 3000 аз дегенде 3000 сиятын жер көріп тұрған жоқпыз. Егер болса, комментарияға жазып кетіңіз, мүмкін бар шығар, мен білмеймін. Бірақ Урал өзімізге жақын, достарым көп, ол жерде серіктестеріміз бар, көп шақырады, бірақ зал болмағасын осындай қиыншылық тудырады. Болат Саудбеков, ассаламу алейкум, Нурбек Айжігіт Еркебай шатаспасам қырғыз боец және Найзаның чемпионы, осы жігітке жақсы қарсылас. Енді Айжігіт, алейкум ассалам, Айжігіт Еркебайлы көп болды көрмегенмін. Шын айтайын, қазір олмен не болып жатыр, қайда жүр, білмеймін, бір рет Алашбайда төрешкенін көрдім, бірақ біз хабарда емес, байланыста емеспіз. Так, Асылхан Шайкенов. Исатай Мадиді қонаққа шақырсаңдар. Исатай Мади кто такой? Это же комментаторы Исатай Мади. Арман Исатай. Арман Исатай. Қонаққа шақырсаңдар. Мында ма, ішке ма? Олар өздерінің подкасттары бар. Солардың подкасттарына кіріп қараңдар. Мен жеге келе қоймас енді. Менің ойымша. Так, Может, все уже, брат? Не, надо дочитать. Мы же обещали. Гасановты қарсыласы кім? Ол жақында шығады. Данилов неге титульный бойға шығып жатыр, ол туралы айттық. Дастан Амангелді бойы қашан? Осы жылы Құдай қаласа қосынай турнир біткен кейін қай қалада келесі турнир, ол туралы да айттым. Салам алейкум, Саламат Изболайт Қаршыға Даутбек шақырғандай подкастқа шақырып, жақындау таныстырып, қазақты аудиториясы мықты боец, бірақ ол жайлы адамдар көп біле бермейді дейді. Так, Алдеев 87-72 Турбек, одна фраза. Ты просто когда отвечал про Исатая, ты сказал, что Нарака Карандер, это же был мой текст. Я вот это такой думаю, так, да. Я знаю. Алдеев, смотри, Алдеева. Можете вопрос на камеру выводить где-то в углу лицо Сулы, когда ты отвечаешь? Алдеева. Саламат Избулаева хотят позвать на интервью. Не обязательно, то есть на моем, можем на ПХЗ, можем на 1 на 1. Кстати, он на русском разговаривает, наверное, больше, чем на казахском. Ты, кстати, его на 1 на 1 пригласи, наверное. Я вообще бы посмотрел его, если честно, за пояс. С кем? В легком весе. Ну, это, видишь, это же история Алаш Прайда. Мы ее как бы... Можно? Какую-то, да, потому что это был бы очень конкурентный бой для Казахстана. Он против Саралапова, это было бы, мне кажется, супер. Берикбол, Декбойберген, Найзада, алдағы ойы Астана қаласына, Құдай қаласа, реалити жайлы жылы өз қойды. Реалитиға қатысқым алсам. Келіңіздер Алматыға, реалити туралы вообще проблема жоқ. Ассаламу алейкум, Найза сайтында календарь ближайший турнир қашан шығады? Кстати, хороший месседж. Нужно ближайшие турниры, все, что у нас как закрепится, все поставить. Так, ассаламу алейкум, Найза турнирі Қазақстан тыс жерлерде өткізу жоспар бар ма? Есть ли у нас планы по проведению турнира? Ниязов 1384 пишет, есть ли у нас планы по проведению международного турнира? Пока это в плане Узбекистан и Кыргызстан был. Кыргызстана пока нет, Узбекистан есть в плане.
В этом году бұйыртса планируем. Командасымен келісімге келген шетелдік. Иә, шетелдіктер көп бізде. Бізде 200 жауынгер бар, оның 20 елден. Будет реалити-шоу, как в UFC, 2 тренера, 2 команды. У нас было такое шоу. Уже 2 сезона. Мы да, уже 2 сезона отсняли. Вот они, 2 тренера, 2 ведущих и 2 команды. Мы тренировали пацанов в Сулу очень жестко. Мне кажется, ладно, что-то... Брат, ну ты реально вот сейчас вот безостановочно говоришь, вот мы сидим 45 минут. Я сейчас... Вот, мне кажется, это... Мне кажется, это одни и те же вопросы уже. Ну это вообще неправильно, мне кажется, брат. Не так ли? Да, кажется, одни и те же вопросы. Ладно, можно тогда завершать, наверное. Abi Nurbulat комментует, дам болсын, чисто ақтауское слово, кажется. Это уже, да, одни и те же вопросы. Давайте по второму, и потом закончим. Рахмет, достар. Бізді міндетті түрде қараңыздар, комментарий жазыңыз, лайк, дизлайк басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін жұмыс жасап жатырмыз. Біз сіз үшін қатты қиын емес, біз үшін ол өте қымбат нәрсе, сондықтан қолдаңыздар. Да, друзья, не забывайте, что у нас совсем скоро турнир 20 февраля. В школе, да, отдай его телефон. Смотри. Я вообще хотел сказать, давайте как-то сделаем какую-то миску, и вот перед подкастом надо складывать телефоны все-таки туда. Миску и ящик, чтобы все там не сидели в них. Да, не забывайте, что у нас совсем скоро, 20 числа, будет турнир, финалы Гран-при, финалы реалити-шоу, в котором мы с Сулой были ведущими. Если вы не смотрели еще выпуски реалити-шоу, обязательно их посмотрите, потому что там действительно интересно и обретают смысл бои, которые вы увидите уже в Костанае. Кроме этого, нужно еще сказать, что вы не забывали подписываться на наши социальные сети, и наш Инстаграм, и наш Ютуб, на котором вы смотрите этот выпуск, конечно же, наш ТикТок. И такая просьба и обращение к тому, кто будет монтировать это видео. Обязательно, когда Нурбек читает вопросы, пожалуйста, поставьте где-то в углу кружочек с Сулиной реакцией. Это будет очень круто. Всем спасибо и всем пока. Пока. Аривидерчи. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.